Представители уйгурского движения, Центра уйгурских исследований, Всемирного уйгурского конгресса и Уйгурской академии посетили вчера Великое национальное собрание Турции. Делегация, состоящая из президента уйгурского движения Рушена Аббаса, президента Уйгурского исследовательского центра Абдухакима Идриса, пресс-секретаря Всемирного уйгурского конгресса Эркина Эмета и председателей Уйгурской академии посетили депутатов партии справедливости и развития и Хорошей партии в Великом национальном собрании Турции. В ходе визита состоялось информационные и консультационные мероприятия по продолжающемуся геноциду уйгуров в Восточном Туркестане. 12 июля специальный комитет по стратегическому соперничеству между США и Китаем в Палате представителей США провел слушание под названием «Угроза коммунистической партии Китая верующим. Межконфессиональные дебаты». Заседание проходило под председательством Майка Галлахера, председателя Комитета по стратегическому партнерству между США и Китаем. В своем вступительном слове Галлахер сказал: «Коммунистическая партия Китая совершает геноцид в Синьцзяне. Она совершает самое тяжкое преступление из всех преступлений. Она также совершает хронический культурный геноцид, направленный против уйгуров и других этнических групп. Неизбежно, что китайские лидеры, которые ведут войну против религии в Синьцзяне, Шанхае, Пекине и других регионах, потерпят неудачу в этой войне, потому что они сражаются с послушными и свободолюбивыми людьми». В заявлении, опубликованном в середине двухдневного саммита в столице Литвы Вильнюсе, лидеры НАТО заявили, что Китай бросает вызов интересам, безопасности и ценностям Альянса своими заявленными амбициями и политикой принуждения. В то время как КНР использует широкий спектр политических, экономических и военных инструментов для увеличения своего глобального присутствия и проецирования силы, Пекин непрозрачен в отношении своей стратегии, намерений и наращивания военной мощи, говорится в заявлении лидеров группы, охватывающем 90 различных пунктов. Злонамеренные, гибридные и кибероперации КНР, конфронтационная риторика и дезинформация нацелены на союзников и подрывают безопасность Альянса, говорится в заявлении. Экспорт Китая упал почти на 12,5% в июне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это было самое большое снижение, зарегистрированное с начала пандемии. Циклическая рецессия, переживаемая во всем мире, и снижение спроса на внутреннем рынке затормозили позитивный курс китайской экономики в последние месяцы. Пекин, который не смог достичь своей цели экономического роста на 2022 год, поставил перед собой цель роста в 5% на 2023 год. Сообщается, что министр иностранных дел Китая Чан Ган не сможет присутствовать на встрече АСЕАН, которая состоится в Индонезии по состоянию здоровья. Ван И, директор офиса Центральной комиссии по иностранным делам Коммунистической партии Китая, будет представлять Китай. Есть вопросы относительно местонахождения министра с тех пор, как его видели в последний раз. Тот факт, что представителя Китая не видели после пресс-конференции после его встречи с официальными лицами Шри-Ланки, России и Вьетнама в Пекине 25 июня, вызывает вопросы о местонахождении министра. Во вторник в Стамбуле состоялась первая турецко-китайская бизнес-конференция, в которой приняли участие более 100 турецких и китайских бизнесменов. По сообщениям турецких СМИ, однодневная конференция, организованная Советом по внешнеэкономическим связям и Ассоциацией турецких промышленников и предпринимателей, была посвящена главной теме – цифровая трансформация и проектирование будущего. Конференция включала в себя различные двусторонние панели цифрового сотрудничества, на которых руководители турецких и китайских компаний поделились своими историями успеха в деловом мире. Президент США Джо Байден выразил уверенность в том, что Турция продолжит поддерживать вступление Швеции в НАТО, а Вашингтон сможет продавать Анкаре истребители F-16.